Субботний эфир ТНВ продолжает новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Чемпионам почет, чиновникам критика. Между вторым местом и первым местом расстояние достаточно большое. Как прошло награждение триумфаторов WorldSkills, увидел Дмитрий Аринин. Новые обманутые дольщики. Сказать конкретные сроки, а не обещать. Почему появилась пробоина в ЖК «Острова»? Детали знает Альбина Минибаева. Возрождение, регаты. Ты висишь, смотришь вперед, смотришь на парус. О первенстве Казани по парусному спорту. Салават Мухаммадулян. Встреча лета по-марийски. С обычаями народа знакомилась Лина Зинатуллина. Все дни в центре внимания и дважды в престижных рейтингах. Появлением новых деловых партнеров и перспективами завершился для Татарстана Петербургский экономический форум. Если вчера мы подписали одно из самых крупных соглашений, то сегодня копилка республики пополнилась уже другими договоренностями. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента в Санкт-Петербурге Дины Газалиевой. В городе на Неве за 3 прошедших дня состоялось более 30 мероприятий, связанных с Татарстаном. Подписаны соглашения в разных сферах, от медицины до жилищно-коммунального хозяйства. И хотя сразу после форума посчитать выгоду в денежном эквиваленте сложно, заданы новые направления по взаимодействию с другими регионами и с крупнейшими отечественными и зарубежными компаниями. Российская компания «Русгидро», по чьей компетенции находятся генерирующие энергию объекты страны, уже давний партнер республики. На форуме было решено взаимодействие расширить. Акцент на университет Иннополис. Нас интересуют вопросы, конечно, информационной безопасности, импортозамещения программных продуктов, разработки новых программных продуктов, связанных с автоматизацией производства электроэнергии. Есть еще другие интересные продукты, связанные с эффективностью топливного использования. Мы хотели бы взаимодействовать вот именно с Иннополисом. Запустить процесс обучения своих топ-менеджеров компании на базе Иннополиса – таков план партнеров. И это один из 3 проектов, которые были запущены на форуме в Питере по линии информационных технологий. Еще один – подписание соглашения с Национальной компьютерной корпорацией, ключевым российским игроком на рынке IT-индустрии. Подписывают соглашение о сотрудничестве. Речь идет о продвижении новых российских профильных разработок, таких как ERP-система МА-3. Прорабатываем и принципиально договорились о реализации 2 крупных проектов. Стартовой площадкой, отправной точкой будет наш новый российский город Иннополис, где компания развернет свою деятельность. Представлен в полной мере на форуме был и автомобильный кластер республики. Стенд КАМАЗа и выставочные образцы всегда в центре внимания. Представители машиностроительного блока сделали акцент на взаимодействие производителя и заказчика. Продвигают электронную площадку inocam.prom. Уже есть пользователи и из-за рубежа. Которая сегодня уже работает в 4 отраслях. Это нефтехимия, переработка полимеров, машиностроение и IT-отрасль. Где заказы на разработку и изготовление сложной технической продукции обсуждаются непосредственно между заказчиком и производителем. И еще один рейтинг сегодня возглавила Республика Татарстан. Итоги мониторинга делового гостеприимства в регионах озвучили на сессии форума. Лучший результат у Татарстана. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Санкт-Петербург. Лучшая команда Татарстана должна стать и на предстоящем чемпионате рабочих профессий WorldSkills в 2019 году. Это радость, но между первым и вторым промежуток достаточно большой. С такими словами Рустам Минниханов сегодня наградил татарстанских участников российского этапа соревнований. В Краснодаре наша сборная оказалась лишь 2-й. Кому, несмотря на праздничный формат, досталась порция критики, услышал Дмитрий Аринин. Волноваться, потому что я не знала, что в свои 19 лет я сейчас буду находиться рядом с вами. Я должен радоваться, что мы будем находиться с вами. От награждения волнений, пожалуй, не меньше, чем от самого соревнования. Сегодня чемпионы WorldSkills получили благодарственные письма от президента республики. Среди молодых профессионалов страны Светлана Рейсман лучше всех освоила таланты Мэри Поппинс, то есть стала чемпионом в дошкольном воспитании. Эта медаль очень много что для меня значит, потому что я к ней шла ведь очень давно. А папины гены и воспитание наставников помогли Сергею Чернякову лучше других разобраться с устройством грузовой техники. Он стал чемпионом по авторемонту. У меня отец в данной профессии. Изначально мне до этого нравилось копаться с чем-то механическим, что-то руками делать.
Всего татарстанская сборная на российском WorldSkills завоевала 15 первых мест, еще 8 вторых и 7 третьих. И это в общем зачете второй результат. Я искренне поздравляю всех чемпионов, призеров, экспертов. А второе место, конечно же, это не первое место. Между вторым местом и первым местом расстояние достаточно большое. Конечно, надо занять первое место. Не зря я вот Романа критиковал. Мы претендуем на IT-столицу России. Исходя из этого, молодым профессионалам и их старшим наставникам предстоит проанализировать все недочеты. Ближайшая глобальная цель – максимально широкое участие наших ребят на домашнем чемпионате мира по рабочим профессиям. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Верхнеуслонский район. А этот человек уже заслужил вечную славу. Сегодня в школе села Атабаево открыли мемориальную доску в честь Героя России Марата Ахметшина. Ровно год назад он погиб в Сирии во время боевых столкновений, а 23 июня ему присудили звание Героя России. Для всех друзей и близких он остался невероятно открытым человеком. Альбина Минибаева подробнее. Так как мы с ним прожили на Кавказе 8 лет, как поженились, я всегда говорила, что мы как будто бы с тобой поехали в свадебное путешествие. На этих военных фотографиях самые счастливые моменты семейной жизни вдовы Гузель Ахметшиной, фотохроника ее мужа Марата Ахметшина. От рождения до гибели теперь на стене школы Атабаева. Это первый учебный год, как школа носит имя Героя России. Сегодня открыли и мемориальную доску. Марат Ахметшин погиб в Сирии. Командир-разведчик артиллерийского взвода принял огонь на себя. Перед поездкой даже отцу не сказал, что едет в самую горячую точку минувшего года. Я уже догадывался, когда они задержались во Владимире, когда он мне оттуда позвонил. Но не думал туда, я думал на Украину. Можно было на него положиться во всех отношениях. Таким Марата запомнят сослуживцы и близкие. Это был защитник своей семьи и родины, который вернулся на военную службу даже после жизни на гражданке. О нем должны помнить, и мы будем помнить. И воинское захоронение находится на территории Атабаева, и школа носит его имя, и мемориальная доска. Надо помнить, надо знать, надо гордиться. И таких памятных мест в Атабаево станет больше. Именем Марата Ахметшина назовут и сквер на селе. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Остров невезения. Жилой комплекс в авиастроительном районе не может заселить свой первый дом. Дольщики, мягко говоря, нервничают. Застройщик переносил дату сдачи неоднократно, но каждый раз называл новые сроки. После 9 месяцев ожидания ничего не изменилось. Когда же жилой комплекс «Острова» станет обитаем? Далее в репортаже. Завтраками всегда нас кормят, то есть завтра, через месяц. Жить обещаниями, а не в своей квартире. Ждать новой даты сдачи своего дома дольщики жилого комплекса «Острова» уже устали. Сроки по договору истекли еще в 2016 году. 31 мая. Как бы тут уже и 17-й год прошел. Устали ждать? Нет. Ну, конечно, сколько можно ждать-то? У меня договор от 22 декабря. Мы сейчас все живем на съемных квартирах. Получается, мы платим ипотеку, платим за съемное жилье, а нашего жилья так и нет. У всех дольщиков жилье в коммерческой ипотеке сроки сдачи переносились неоднократно. 25 февраля, 25 марта, давайте до апреля подождем. Все спокойно ждем вроде как. Апрель опять нет. Май уже наступил, опять нет. Внешне дом вроде бы готов, но в последний раз свои квартиры дольщиков пускали в январе. Они писали заявление на устранение недочетов, но с тех пор ни ключей, ни новых визитов. Теперь уже визиты к руководству и снова к отделу продаж. Здесь пытаются успокоить. Говорят, на территории были эксперты Госстройнадзора. В начале июня комиссия даст свое заключение, и до 26 июня, там 10 рабочих дней идет промежуток, до 26 июня будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Извините. Что? Сказали без комментариев. Но вот документы, которые были отправлены Госстройнадзору, мы так и не увидели. Свои новые сроки застройщик подтвердить отказался. Застройщик говорит, июнь месяц, 10 июня. Так же было и в апреле месяце. В своем острове ожидания дольщики пока одиноки, поэтому надеются, что о них услышат в администрации города, чтобы был контроль извне. Ведь застройщику уже не верят. Фундамент доверия давно дал трещину. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.
Строители Татарстана продолжают возводить дома для участников программы аварийного жилья. Сегодня об этом рассказали на совещании в Доме правительства. Его провел президент. Всего будущих новостроек 63 уже достроены, в 28 отделочные работы. А вот капремонт не отстает. Работы идут во всех районах республики. Преображаются дома, детские лагеря, дома культуры и амбулатории, школы и колледжи. К слову, комфортным в этом году станет не одно учреждение для молодежи. Капитальный ремонт подростковых клубов, работы ведутся в графике, практически сегодня завершаются уже 94% по этой программе. В преддверии лета и отпусков налоговые напоминают, что с долгами могут не выпустить за границу. Так что тем, кто планирует отдохнуть, лучше побеспокоиться заранее, дабы не навлечь на себя беду. Запрет на выезд из страны действует для граждан, имеющих совокупную задолженность перед бюджетом свыше 10 тысяч рублей. Если налог не уплачен, судебные приставы могут изъять денежные средства и произвести арест имущества. За каждый день просрочки уплаты налога начисляется пени. Авария произошла на магистральном нефтепроводе Альметьевск-Куйбышев-2. По такому сценарию провели учения работники акционерного общества «Транснефть» при Каме. О том, как нефтепроводчики ликвидировали условный выход нефти на реке Самара. Салават Мухаммадуллин. По легенде, оператор нефтеперекачивающей станции обнаружил снижение давления в нефтепроводе Альметьевск-Куйбышев-2. Когда обнаружили нефтяное пятно, на место происшествия оперативно выехали аварийные бригады станции «Калиновый ключ» и центральные ремонтные службы Ромашкинского районного нефтепроводного управления. Мы установили 2 линии фоновых заграждений для улавливания нефти, установили нефтесборщики, емкости для сбора нефти. Распространение нефтяного пятна было локализовано боновыми заграждениями на 3 рубежах реки. После условная пленка с воды была собрана нефтесборщиками, а работники экоаналитической лаборатории взяли пробы атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод. Всего в этих учениях задействовано более 70 человек и более 30 единиц техники. Все сотрудники, задействованные в учениях, показали высокий уровень профессиональной подготовки, успешно справившись с задачей. Работники нефтепроводной отрасли обязаны поддерживать постоянную готовность к предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Спасали сегодня и озера республики. В Казани волонтеры вышли на субботник на Глубокое. Традиционно такая акция проходит в рамках Международного дня очистки озер. Как перебирались на суше и в воде, увидела наши коллеги. С мешком и перчатками Дмитрий один из тех, кто сегодня добровольно пришел на уборку. Здесь, на берегу, он любит отдыхать, а потому привести территорию в порядок ему вдвойне приятно. Стремимся к тому, чтобы экология стала частью жизни каждого человека, и каждый человек задумался над тем, что он делает. Около 500 человек пришли на уборку, несмотря на плохую погоду. Акция проходит уже 12-й год подряд и традиционно в Международный день очистки водоемов. Сегодня мы все будем убираться. Здесь все кружатся почти. Убирать большой мусор и нет мусора. Не только прибрежную территорию привели в порядок, но и состояние воды проанализировали. Температура 14 градусов. Наблюдать наших клетки, участников экологической акции. Как там выглядит? Субботник не только на поверхности, но и на глубине. Очищать дно помогали дайверы. Само мероприятие и сама идея чистого Татарстана нравится. Мы, в общем-то, здесь встречаемся, знакомимся, определяем все наши мероприятия, которые будут в дальнейшем двигаться, по каким озерам, по каким направлениям, по каким берегам. Аквалангисты уйдут под воду, будут чистить дно озера в районе пляжа и глубже. Субботник сегодня из полезного дела превратился еще и в развлекательное. Тех, кто пришел на уборку, угостили горячим обедом и вручили презенты в рамках разыгранной лотереи. Альбина Слугараева, Гузель Шакирова, Амир Залюшев, ТНВ «Казань». Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». На этот раз расскажем о великих людях, для которых многодетная семья стала отправной точкой яркого жизненного пути. Как в больших семьях рождаются большие личности. Лина Зинатуллина. В большой семье большие умы. Химик, физик, геолог и экономист – все это Дмитрий Менделеев. А еще автор периодической таблицы элементов, выходец из многодетной семьи. Он родился 17-м по счету ребенком. Как говорится, вот вам и химия, и магия. Кстати, физиолог Павлов и биолог Мечников тоже росли в семьях, где воспитывалось по 5 детей. Причем Павлов был старшим сыном, а Мечников – младшим.
Писал о 3 сестрах, а рос с 4 братьями. В большой семье Антона Чехова было 6 детей. Единственная сестра писателя после его смерти создала дом-музей Чехова в Ялте. А вот у Федора Достоевского сестер как раз было 3, а еще 3 брата. Старший Михаил издавал литературный журнал «Время», где работал и Федор Михайлович. Семейные узы были святы для писателя. Попав в заключение, он писал старшему брату: «Поцелуй брата Колю, напиши письмо брату Андрею обо мне, напиши сестрам, им желаю счастья. Пиши ко мне чаще, о семейных подробностях, о мелочах. Это даст мне надежду и жизнь». Татарский поэт Муса Джалиль в своей большой семье был 6-м ребенком. Родные дорожили талантливым братом. Сестра Хадича даже стала мемуаристом и ездила по стране. Знакомила людей с жизнью и творчеством Джалиля. В многодетной семье родился и Хади Такташ. Его мать Шаминиса была одной из самых образованных женщин села. Она и привила будущему поэту любовь к живому слову. За этот шедевр можно благодарить не только самого Иоганна Себастьяна Баха. Его путь в большую музыку начался из большой семьи, где композитор был младшим 8-м ребенком. Отец скрипач, брат органист. Именно последний после смерти родителей и начал учить будущего гения музыке. Немало выходцев из многодетных семей и в Голливуде. С 3 сестрами рос Киану Ривз, у Джонни Деппа 2 сестры и брат, а Хью Джекман и вовсе младший из 5 детей. Мел Гибсон не удержался от продолжения семейной традиции. Будучи 6-м из 11 детей в семье, и сам стал отцом 9. Кстати, именно одна из сестер напророчила Гибсону великое актерское будущее, уговорив отправиться на кинопробы. За советом я всегда хожу к своей старшей дочери. Не знаю, откуда в ней столько мудрости. Должно быть, это от матери. Семья – это попутный ветер, и именно она дарит крыльям. А в буквальном смысле сегодня раздували паруса на акватории Казанки. Здесь прошло первенство по парусному спорту среди детей. Удалось ли остаться на плаву, знает Салават Мухаммадуллин. Холодно! Но ни холод, ни дождь их не пугают. Главное, чтобы дул ветер. Свои парусные лодки на казанскую воду сегодня спустили дети. Натягиваю стаксель, подбиваю. Смотрю трапецию. Руслан Вахитов в парусном спорте 5 лет. Бывал на регатах в Сочи, Таганроге. Как он говорит, заболел управлением лодкой по ветру из-за друзей. Это кайф, это тоже, я как сказал уже, это адреналин. Вот ты висишь, смотришь вперед, смотришь на парус. И вот думаешь именно о гонке, а не что у тебя там творится. 3, 2, 1, оп! Оптимист, Лучмини, Кадет 420 – так назвали классы регаты. Кроме юношей, сегодня на старт вышли и девушки. Для победы участникам необходимо преодолеть 4 буйка в акватории Казанки. Правила для всех одинаковы, независимо от возраста спортсмена и класса лодки. Здесь все решает мастерство и, конечно, сила, главное, попутного ветра. Из-за слабого ветра спортсменам пришлось изловчаться. Кто-то раскачивал лодку, а кто-то и вовсе управлял ею лежа. Хотя недовольных сегодня не было. Это первая гонка в своем роде за последние 7 лет. Федерации парусного спорта просто не существовало до 2015-го. За эти 2 года было проведено множество мероприятий крейсерских регат. И вот сейчас дошли мы до детского парусного спорта и активно его развиваем. Финишный буйок сегодня пересекли все 60 участников, а потому возвращение детского парусного спорта в Казань можно смело считать успешным. Салават Мухаммадуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. А теперь мы перемещаемся в Менделеевск, где сегодня с размахом отметили Марийский семык. Праздник проходит в 20-й раз с песнями, хороводами и горячей баней. Принято считать, что с этого дня официально начинается лето. Как лето пришло к марийцам, увидела Лена Зинатуллина. Песнями, угощениями и, конечно, хороводами встречают начало лета. Именно в этой деревне Ильнеть Менделеевского района больше 20 лет назад зародили древний праздник. А сегодня вновь делят со всеми радость от окончания посевной. Марийцы ведь люди природы, язычники. Язычество это потерялось. А вот традицию уберегли. В семок до сих пор принято топить бани, встречаться с родными и поминать умерших. В этот день можно увидеть и выступления марийских коллективов. Именно они бережно хранят родную культуру. Этот национальный наш инструмент называется тюмюр. Он созывает гости. На зов сегодня съехались гости со всех уголков республики и из ближайших регионов. Только в Татарстане марийцев около 20 тысяч. Марийский семок, чувашский уяв,
русский каравон уже давно перестали быть исконно национальными праздниками на земле Татарстана, а стали праздниками дружбы, добрососедства людей многих национальностей, проживающих в нашей республике. Семак в Татарстане уже действительно как фольклорный фестиваль. Но для марийского народа это не просто праздник. Они искренне верят, что уже завтра наступит теплое лето. Лена Изматульна, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Менделеевский район. А все самое интересное за неделю в нашей традиционной субботней рубрике «В сети». Арман Костанян расскажет нам самые обсуждаемые новости интернета. Всем привет! Сразу начнем с актуального. Погодные аномалии не отпускают нас. Сначала в Москве мощный ураган, потом в Татарстане вот это. И в интернете таких видео уже куча, потому что народ просто в шоке. Но, надеюсь, такого больше не повторится. Потому что если там кое-кто не в курсе, то уже июнь. Июнь на дворе, а это лето. Сеть – это место для сплетен и слухов. Так вот, в начале недели появился слушок, что в Рубин вернется кто? Бердыев. Потом сказали, что это утка, после уже Рустам Минниханов прокомментировал вопрос. Он отметил, что это теперь прерогатива нового президента клуба и рекомендовал рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева. И уже к концу недели казанцы выкладывают фото с Бердыевым. Все-таки увидим мы еще Рубин на первых строчках турнирной таблицы. А теперь пришло время поговорить о президенте в нашей постоянной рубрике «В сети с президентом». На этой неделе Рустам Минниханов с рабочим визитом отправился в Португалию, а точнее в Лиссабон. Это столица, если кто не в курсе. Визит деловой и вполне продуктивный. По его фото мы увидели еще и знаменитую триумфальную арку, небезызвестный подъемник, элеватор Ди Санта-Жушта и многое другое. Также президент выложил вот таких милых детишек из Республиканского дома ребенка и поздравил всех с Днем защиты детей. Поднял татарстанский флаг на Международном экономическом форуме в Петербурге, откуда очень много фотографий. Но самое забавное здесь. Президент выложил это фото, поставив палец вверх. Затем прокомментировал: «Наши конкуренты». Что именно он этим хотел сказать, так и осталось загадкой. Сделал смешной мемасик, получил новый iPhone в подарок. Все просто. Алишер Усманов запустил конкурс, где самый, по его мнению, смешной мем на тему его битвы с Навальным автор получит iPhone 7 Plus, футболку с мемом и автограф бизнесмена. Для этого конкурса даже отдельную страницу в ВК создали – Усманов Челлендж. Так что, если ты еще не сделал мем, то тьфу на тебя! И напоследок топ запросов татарстанцев в Яндексе. На первом месте ураган в Татарстане. Да какой там ураган? Там тайфун был, торнадо. Вторую строчку занимает ОГЭ, ЕГЭ и все в этом духе. Ну, нам остается пожелать только всем выпускникам удачи. Также в топ запросов штормовое предупреждение. Мне почти каждый день приходит СМС с предупреждением. Мне кажется, спасатели только этим и занимаются, что СМС всем отправляют. Но это тоже неплохо. Спасибо им за заботу. На этом сегодня все. Жду ваши новости в комментариях под этим видео. И установка всем на выходные. Носить с собой, значит, зонтик, сланцы и пальто. Ну, мало ли что. Пока! И на этом у меня все. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До встречи на ТНВ. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке. Каждую среду приходите с детьми в пятерочку и получайте скидку 10%. Пятерочка выручает. На 7-м десятке мои суставы в порядке. Ежедневно втираю гель «Лошадиная сила». Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане.
«Казанские ведомости», газета о Казани и республике, газета для дома и вашей семьи. 3 разных индекса на любой вкус. А еще подписчики «Казанских ведомостей» могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Международный музыкальный фестиваль «Казан Классик Фест» представляет шедевры мировой сцены. Вдохновитесь грандиозными постановками в исполнении звезд Шаляпинского и Нуриевского фестивалей. Билеты уже в продаже. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца июня и получите бонус «Комод в подарок». Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь о погоде. В предстоящие сутки, к сожалению, существенных изменений в погоде не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана пройдут дожди, местами сильные. Ночью будет до 4 тепла, днем до плюс 11. На северо-востоке Татарстана переменная облачность, временами пройдет дождь. Ночью плюс 6, днем же до 10 градусов тепла. На севере республики ожидаются дожди, местами сильные. Ночью будет до 6 тепла, днем же до 9 градусов выше 0. На северо-западе пройдут дожди, местами сильные, ночью плюс 5, днем до 11 градусов выше 0. На юго-западе республики не обойдется без осадков, ночью плюс 4, днем же до плюс 12 градусов. В центральном районе республики дожди, ночью и утром сильные, ночью плюс 5, днем же до плюс 11. Компания «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль», предлагает сайдинг, фасадные панели, водостоки, дренажную систему ПВХ и приглашает в новый магазин в Казани на Журналистов 101, филиалы на Родина 8А, а также в Лаишево и Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома. ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» — качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена – от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. В предстоящие сутки в Казани ожидаются дожди. Ночью будет до 5 тепла, а днем до плюс 13. Ветер северо-западный порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома.